Скажите, а сколько ваша организация участников? На момент первой конференции тогда было собрано около 70 заявлений, сейчас мы просто не считаем. Заявления идут каждый день. То есть не проводилось подсчетов вообще. А с заявлениями Василия Джурты о том, что будут сноситься новые постройки, он говорил об этом, и пресса как бы это уже озвучила. Вы будете какие-то строительства новые проводить, либо вы просто будете ждать, пока решится этот конфликт? Я хочу ответить на этот вопрос, именно как оно на самом деле есть. Я вам говорю, что сегодня есть силы в Крыму, которые не хотят, чтобы этот вопрос решился в правовом и мирном. А вы можете назвать эти силы, именно либо... сегодня вы видите, их судят, их сажают в тюрьму и так далее, и так далее. Взрослые люди, мы понимаем, о чем идет речь. Понимаете? Те деструктивные силы, которые сегодня Крым использовали как фактор нестабильности, давление на Киев, давление на мировое сообщество и так далее, и так далее. Это так. Политтехнологи работают в рамках крымской... Мы не можем придать конкретных обвинений. Да, у нас нет юридических... Но сегодня это видно. Мы все взрослые люди. Теперь вопрос этот, что сегодня именно в этой плоскости донесли до Василия Георгиевича, что татары не слушаются, представители полян протеста не слушаются, они и так далее строят и строят и строят. Мы можем предоставить фотосъемку Гугла, космическую фотосъемку на момент, когда власть регионалов пришла в страну, когда Василий Георгиевич стал премьер-министром. И он увидит ту же съемку, которая сегодня есть. Те люди, которые построились, они построились. Да, сейчас идет вялое движение, вялое. Потому что люди же взяли для того, чтобы жить, а не для того, чтобы просто чтобы он был. Потихонечку осваиваются, но не так, как это сегодня преподносится. Новых самозахватов нет. Нет новых самозахватов. Это явная ложь для того, чтобы показать нас, как нас хотят показать. Я говорил об этом. Мы хотим конфликта с социумом Крыма, с властью, с людьми и так далее, и так далее. Нет, нет. То, что народ был, он взял. Кто эту ложь распространяет? А? Кто эту ложь распространяет? Заявил же об этом Джурты, но это получается он распространяет. Джурты ввели заблуждение. Сегодня Василий Георгиевич знает ситуацию, поэтому он выехал сам лично на место. По Красной Горке, вы это знаете. И сам лично, когда он выехал, увидел ситуацию, сделал свои выводы. Василий Георгиевич сказал, что народ получит, народ. Дельцы нет. Мы за. Я слышал из прессы, из официальных документов Совмина, что около несколько тысяч гектар уже возвращены в лоно государства, в лоно народного интереса. Я очень рад этому. Вы знаете, я только за это поддерживаю эту власть. Потому что мы знаем в период прошлого правления Тимошенко, как эта земля уходила гектарами. Но при этом маленькие просьбы от человека дайте землю, его как щенка гоняли туда-сюда. Все, не только крымских татар, но наши поляно-братинцы стоят славяне, они нас поддерживают. Я дополню Седомета. То есть была озвучена цифра, более 3000 гектаров было возвращено государству. Ни один гектар не был на полянах протеста. То есть это именно самозахваты, захваченные чиновниками, либо кем-то иным. Да, либо олигархами. Народные полян протеста не было отобрано ни одного гектара на сегодня. То есть все 3000 гектар именно не у людей, больше у чиновников. Сегодня эта цифра больше. И второй момент. То, что также говорил Седомет, в несколько раз проскальзывала в прессе информация, что в Крыму растет количество самозахватов. Абсолютная и откровенная ложь. Последняя поляна протеста, большая наша акция, была организована в 2006 году. Больше захватов от народа в Крыму не было. После выхода закона о самозахватах, тем более их не могло быть. Да, земля захватывалась чиновниками. Да, земля захватывалась под липовыми решениями, которые сейчас оспариваются государством, и земля возвращается обратно. Такие самозахваты, может быть, и растут. Но эти самозахваты не имеют никакого отношения к народным полянам протеста. Пока такое. То есть вы видите только такое решение земельной проблемы, да? Такое. То есть такое народная поляна протеста,
Или какие-то другие Нет, мы видим решение проблемы в таком ключе, что есть законодательная база Украины, которая требует совершить такие-то определенные действия. Человек находит участок, человек подает заявление на участок, власть рассматривает вопрос и выделяет этот участок. Все. Вот это законный путь, который должен проходить. Именно этим путем мы и занимаемся. Мы обозначили земли, на которые народ хочет стать. Мы собрали заявления с людей. Мы подали эти заявления во власть. Теперь ждем решения, пока власть их рассмотрит. Кстати, вот очень хороший вопрос вы задали. Тот же Василий Георгиевич Жарты озвучил, что работа комиссии показала, что на сегодняшний день, пока еще обработаны не все списки, уже более 80% подтверждается, что люди не просто имеют право, а нуждаются в земле. Нуждаются. Сколько человек у вас уже в таких списках? Ну, я же цифру озвучил, что нами собрано более 10 тысяч. То есть Уже это, подали на рассмотрение, да? ну, списки, которые поданы как бы для... Да, в течение этих лет нашей борьбы были поданы заявления в органы власти, как бы обозначено, да, что эти люди хотят вот получить землю. Уже какие-то требования были удовлетворены? Пока еще нет. Нет. Ну вот по массиву 348 гектар работа очень серьезно шла, опять же, благодаря инициативной группе этой зоны. И в принципе эта зона уже практически на выходе. Ну потом вот начались выборы, новая власть и пока это. Ну и сейчас вот этот бардак, который творится вокруг нас, мы не можем заняться конкретикой, понимаете? Мы вот отбиваемся от тех вот сил, которые сегодня как бы хотят повлиять негативно. И если как журналисты, вы же тоже за прессой следите, вот недавно было, буквально сразу после митинга, заявление Джарты о том, что решение земельного вопроса притормозилось из-за определенных подводных камней. Он не обозначил, что это за подводные камни, но мы сегодня как бы взяли на себя как бы ответственность некоторые из этих камней вам показать. То есть вот что на данный момент тормозит. Скажите, а что касается 40 тысяч гектаров, там какие-то судебные разбирательства, есть куда делать земля? В конце концов, на кого ее тогда выделили? Вопрос в том, что эта цифра, она озвучилась несколько раз, но ни одно как бы заявление об этой цифре, во-первых, не было подтверждено документально, раз, то есть не было, конечно, вот в таком-то году было 10 тысяч, в таком-то еще 10, в таком-то еще 10. То есть официальных документов на эту землю мы не видели. Это вопрос к власти. Это вопрос к власти, да. Но поскольку власть это озвучивает и озвучивает постоянно, как бы нет оснований ей... Это Гриценко еще озвучивал. Но никаких там нету по ним ни судебных исков, ничего. То есть просто есть информация о том, что было выделено 40 тысяч, и есть народ, у которого земли нет. Соответственно, вот мы делаем вывод, что эта земля, если она была выделена, не дошла до народа, и обманывает либо власть, либо тот, кто эту землю распределяет. Спасибо. Спасибо вам за внимание.